Многонациональное великое чудо, так смело можно назвать празднование Дня вина, масштабно прошедшего в столице автономии города Камрад. В атмосферу праздника окунулись все, как жители Гагаузии, так и восхищенные иностранные гости. Торжественное открытие праздника началось с танцев, которые зажгли настоящий патриотический дух в сердцах каждого гордого жителя гагаузской автономии. В своем подворье гостей встретила башкан Гагаузии Ирина Влах, проявив все качества гостеприимной хозяйки, угощая горячим вином и блюдами гагаузской национальной кухни. Также иностранным гостям представилась возможность принять участие в производстве домашнего вина. Предлагаю пройти и вместе со мной перекручивать виноград. Уйрунус. Господин министр, приглашаю. Да, пожалуйста. Перекручиваем виноград, его вот так нажимаем, да. Весь его перекрутили, бочка наполняется. После этого мы наш виноград переработанный отправляем в тяжку. Презентация подворьев рассказывает об истории, культуре и традициях гагаузского народа, отмечает глава автономии Ирина Влах. Мы пытаемся восстановить все наши гагаузские традиции. Мы хотим показать красоту гагаузского народа. Мы путем своих подворий хотим показать историю гагаузского народа. Кухня наша, она очень вкусная. И вы сегодня видите, как мы готовим еду. Мы хотим показать весь процесс производства вина, производства еды. Мы хотим показать, насколько мы гостеприимны и насколько гагаузцы открытые, любят жизнь и любят жить в мире. Столы в прямом смысле ломились от изысканных блюд, приготовленных по народным рецептам, передающихся из поколения в поколение. Хозяева показали настоящее гостеприимство, угощая искристым крепким вином и вкусными национальными яствами. Мы представляем гагаузскую народную национальную кухню. И сегодня представлены такие блюда, как геврек, кабунна картоли, долма бибер, туршу патlıcan, fırında kartoli, kabaklı, kavurma, kurban, peynir, уважаемый руководитель танцевальных коллективов, аджика, якочиса саджика. Но как исторически сложилось, народ любит и не только хлеба, но и зрелищ. Заботливые хозяева позаботились и об этом, продемонстрировав публике театрализованные постановки, в которых отразили быт и национальные традиции. Который сегодня мы празднуем, для нас очень важен, потому что в этот день мы можем показать свою колорит, свою культуру и свою самобытность, которую мы сегодня имеем. Праздник има голяма файде, чистоту ние сохраняем обычаи и традиции за наши предки. И млади хора да знают, как живеха наши предки где-то додаха от Балканы. Закрепить приятные воспоминания о празднике представилась возможность благодаря выставке работ народных умельцев, среди которых встречались изделия самых различных ремесел. Наши деды, прадеды занимались этим, и как бы это искусство потихонечку начало умирать. Но есть некоторые ремесленники, пытаются свое производство, как бы можно сказать, свою культуру передать ученику. И мы это как бы ухватили, можно сказать, уже лет 10. И пытаемся все это усовершенствовать, все как бы потихонечку. Это мой отец, как бы, он всегда переживает, он всегда меня подучивает, где-то что-то, где-то поправляет. Вот как я сказал буквально минуту назад, что мы от отцов и от дедов все этому учимся. Мой сын с 12 лет заинтересовался и сел возле меня. Я имею 3 сыновей, но самый заинтересованный он. К сожалению, из года в год все меньше и меньше лошадей остается. Больше переходят на иномарки всякие, мерседесы. Но мы забиваем традиции. Лошадь была издавна
как у немцев Мерседес, так оно по сегодняшний день является. Это уздечка. Она служит рулем обоза, телеги, там, кареты, неважно. Это удила, это привязывается к этому, к стойловому, где она кушает, то все такое. Это сумка, она, кстати, ехала на фестиваль в Петербург, участвовала в выставках. Меня просили купить, но я не продал, потому что первые изделия вообще никогда не продаю. Она шьется без ниток, вот видите, все с шкуркой единым. 2 шва имеет, никакой нитки, ничего. Удобно, она пастушья. Поставил завтрак, ужин и на поле. Есть ли у вас продолжители вашей традиции и профессии? Пока нету, но сын пытается, но он пока еще маленький. 12 лет ему. Всем нравится, но я сегодня первый раз вышла и решила показать, что можно делать из бумаги. Ну, пока вижу, что людям нравится. Идея пришла совершенно случайно, не так давно, около 4 лет назад. Просто гуляя по интернету, нашла такие интересные вещи, решила попробовать. Получилось, понравилось, втянулась, и вот теперь я развиваю свое мастерство. Виноград для Гагаузии – это не просто символ вина, это историческое прошлое, построенное на духовно-нравственных ценностях. Думаю, что виноград, вино – это что-то духовное даже связано с нашим народом. Это с экономической точки зрения вино позволяет нашему региону развиваться. Каждый гагауз, наверное, любит выпить в обед стаканчик вкусного вина. Вот. Поэтому праздник вина имеет огромное значение для гагаузского народа. Также всех гостей и участников праздника ожидал красочный концерт. Завершился праздник народными гуляниями. В этот день все ощутили себя большой дружной семьей.